Саламатсыздар ма, құрметті кеңеске қатысушылар және шақырылғандар. Бүгін біз Аманат партиясы жанындағы білім беру және денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі республикалық қоғамдық кеңестің кезекті отырысына жиналып отырмыз. Бүгінгі отырысқа парламент мәжілісінің депутаттары, кеңес мүшелері, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ордабаев Олжас Темірбекұлы, оқу ағарту бірінші вице-министрі Каринова Шолпан Танатқызы, ғылым және жоғары білім министрі Ерғалиев Қуаныш Асылханұлы, Атамекен ұлттық палатасының, сарапшылар қауымдастығының, облыстар, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының, білім басқармаларының, денсаулық сақтау басқармаларының өкілдері және партия жанындағы өңірлік қоғамдық кеңестің төрағалары қатысып отыр. Бүгін отырыста талқыланатын бірақ мәселе бұл кәсіптік біліктілік туралы заң жобасын талқылаймыз. Жалпы барлықтарыңызға күн тәртібі таратылды. Күн тәртібіне қатысты ойларыңыз бар ма? Дауысқа қоямын. Күн тәртібін бекіту дауысқа қоям. Қалыс қарсы жоқ, күн тәртібі бекітілді. Құрметті әріптестер, біз келесідей регламентті ұсынамыз. Негізгі баяндамашыға 10 минутқа дейінгі баяндама жасау уақыты, сұрақ жауапқа 5 минут, сонымен қатар қосымша сөз сөйлеушілерге 3 минут уақыт беріледі. Барлығымыз келісеміз ғой? Мұнда жұмысымызды бастаймыз. Баршамызға белгілі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 21 жылғы 1 қыркүйектегі жолдауында кәсіптік біліктілік туралы заң қабылдау тапсырылған болатын. Ол біліктілікті тану мәселелерін реттеуге, сондай-ақ қызметкерлерді өз құзыреттіліктерін жетілдіруге ынталандыруы тиіс болатын. Бүгінгі таңда аталған кәсіптік біліктілік туралы заң мәжілісте қаралып жатыр. 4 жұмыс тобының отырысы өтті. Осы жерде бірқатар депутаттарымыз жұмыс тобының мүшелері болып табылады. Заң жобасының негізгі мақсаты ұлттық біліктілік жүйесінің элементтерін жүйелеу, біліктілік жүйесін басқару моделін енгізу, соның негізінде жалпы еңбек нарығын дамытуға механизмдер қалыптастыру. Осы турасында толығырақ баяндама жасау үшін, заң жобасын таныстыру үшін сөз кезегі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ордабаев Олжас Темірбекұлына беріледі. Саламатсыздар әріптестер, саламатсыздар Жұлдыз Досбергенқызы. Бүгінгі қоғамдық кеңестің отырысына шақырғаныңызға алғыс білдіреміз. Құрметті кеңес отырысының қатысушылары, бүгінгі тақырып бойынша презентацияны бастауға рұқсат етіңіздер. Сіздердің назарларыңызға кәсіптік біліктілік туралы заң жобасын бүгін ұсынамыз. Келесі слайд бола ма? Бүгінгі таңда еңбек нарығы технологиялық прогрессті жеделдету, экономиканы цифрландыру сияқты жаһандық трендтердің ықпалымен өзгерістерге ұшырауда. Соның салдарынан еңбек ресурстарының сапасына жаңа талаптар қойылады. Қазіргі уақытта еңбек министрлігі, ғылым және жоғары білім ағарту министрлігімен, сондай-ақ Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, ұлттық біліктілік жүйесінің енгізу бойынша шаралар қабылдауда. Ол өз кезінде 3 басты сұраққа жауап береді. Қазіргі заманғы мамандар нені білу және істей алуы тиіс, бұл үшін оларды не және қалай оқыту керек, және олардың кәсіптік біліктілігін қалай тануға болады. Бұл сұрақтарға жауаптар келесі құралдардың көмегімен жасалады. 12 мыңға жуық кәсіптер мен кәсіптерден тұратын ұлттық кәсіптер жіктеуші. Келесі ұлттық біліктілік шеңбері. Ол еуропалықпен толық үйлеседі және елдің еңбек ресурстарын 8 біліктілік деңгейі бойынша реттейді. Ұлттық біліктілік шеңберінің негізінде салалық біліктілік шеңберлері мен кәсіптік стандарттар әзірленді және бекітілді. Салалық біліктілік шеңберінің міндеті белгілі бір салада танылған біліктіліктер мен кәсіптерді жүйелеу болып табылады. Бұл кәсіптік стандарттарды әзірлеу және өзектендіру үшін жоспарлы және сапалы сипат береді. Кәсіптік стандарттар 3 функцияны орындайды. Осы мамандық қызметкерлеріне нарық талаптарын жинақтайды. Қызметкерлерді оқыту және даярлау бағдарламаларын құру үшін негізі болып табылады.
Сонымен қатар салалық шеңбермен бірге мамандардың кәсіптік біліктіліктерін тану үшін база болып табылады. Бүгінгі таңда әзірленген 623 кәсіптік стандарт бүкіл ел бойынша 2689 мамандықты және экономикалық қызмет түрлерін қамтиды. Бұдан әрі кәсіптік стандарттарда белгіленген талаптарды ескере отырып, білім беру ұйымдары білім беру бағдарламаларын әзірлейді. Осылайша жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес кадрлар даярлау қамтамасыз етіледі. Келесі слайд, үшінші слайд. Коллеги, буду, наверное, периодически миксовать на двух языках, чтобы всем было понятно. На самом деле у нас достаточно много есть новелл в этом законопроекте. Чуть позже я буду на них более, так, наверное, внимательно останавливаться и более детально о них рассказывать. Мы в рамках нашего законопроекта делаем систематизацию всей национальной системы квалификации. То есть эта система, вот как я ранее сказал, ее элементы уже есть на рынке, действует национальная рамка квалификации, есть отраслевые рамки квалификации, есть профессиональные стандарты, есть определенным образом реализуемая именно система признания. Это центры сертификации, которые сейчас вот есть в Атамекене, есть в Национальном центре аккредитации. Но не хватает единой какой-то системы, концепции взаимодействия всех этих элементов и институтов. Поэтому в рамках этого законопроекта мы вводим трехуровневую модель управления. Чуть позже скажу, из чего она будет состоять. Мы вводим цифровую платформу, на которой будут собраны все элементы, которые есть, начиная там от реестра профессий, рядом будут стоять и профстандарты, и отраслевые рамки, и центры, которые ведут сертификацию и так далее. То есть вы всю информацию, любой гражданин, любой работодатель, организация образования, то есть все стейкхолдеры, которые заинтересованы, смогут на одной платформе всю информацию находить и ею пользоваться. Мы также признаем в рамках этого законопроекта неформальное и информальное образование. Это тоже такой мировой тренд. Все мы сейчас получаем навыки и знания не только в стенах учебных заведений, в течение всей жизни, где-то на рабочем месте, где-то в интернете. Огромное количество онлайн-площадок, которые дают те или иные знания и навыки. Поэтому, в общем-то, эти все новеллы у нас зафиксированы. И более подробно, наверное, вот дальше давайте уже пойдем. Что буквально вот следующий слайд, буквально пару слов о том, на чьем опыте мы базировались. Мы смотрели опыт и Юго-Восточной Азии, это Сингапур, где, в принципе, действуют организации, которые сопровождают в целом систему квалификации, действуют аналогичные документы, законы и так далее. Мы посмотрели опыт европейский, но мы изучали и опыт Германии, и опыт Великобритании, и опыт Франции. Но почему вот на слайде именно Эстония показана? Потому что страна, скажем так, имевшая с Казахстаном, наверное, такой вот относительно где-то сопоставимый стартовые позиции, и как они сейчас смогли реализовать эту систему квалификации, изучили их опыт и посмотрели на опыт нашего северного соседа Российской Федерации. В общем-то, во всех этих странах есть либо документы на уровне закона, которые регулируют, либо программные документы, которые также регулируют именно систему квалификаций. Вот на следующем слайде буквально хотел бы тоже немножко кратко рассказать о системе управления. На верхнем уровне будет именно действовать Национальный совет по квалификациям, он будет действовать при правительстве. Его основная задача – это, скажем, определение общих политик, стратегические решения. В составе этого Национального совета по квалификациям будут представители отраслевых госорганов, это мы планируем министры, и также представители рынка, представители профсоюзных организаций, то есть все участники процесса. Следующий уровень – это
отраслевые советы, которые будут формироваться на базе именно отраслевых государственных органов и будут определять и, скажем, вести общую отраслевую политику квалификационную, какие у нас требования, там, условно, к врачам, что меняется в рынке медицины, что меняется в рынке нефтегаза и так далее, и так далее. Это наиболее видно будет именно на отраслевом уровне. Отраслевые советы будут состоять из крупных системных работодателей, представителей и малого бизнеса в том числе, потому что зачастую у них очень разные бывают требования к сотрудникам. Безусловно, это и система образования, потому что для нас вот это вот триединство очень важно. С одной стороны бизнес, с другой стороны работодатели, работники и организация образования. Вот эта вот коллаборация как-то постоянно должна быть, и чтобы мы уже там, скажем так, на финальной 100-метровки не давали системе образования требования от рынка труда. Вот мы именно на стартовые именно позиции заводим, в том числе и организации образования. Работать этот отраслевой совет будет на базе отраслевого госоргана, и рабочим органом всей системы квалификации будет являться национальный орган по квалификациям. Это организация, которую эксперты, именно рынок сам, вот, который вовлечен в разработку профстандартов, разработку отраслевых рамок, кто занимается именно глубоко вопросами национальной системы квалификации, очень долгожданная организация, нацквалорган, потому что всем всегда не хватало центральной организации, которая бы занималась аналитикой, консолидацией всех остальных стейкхолдеров, контроль того, чтобы вся политика была во всех отраслях, во всех сферах деятельности, чтобы единая политика велась, и поэтому здесь вот этот вот отраслевой орган, он все-таки нужен, и мы его тоже предусматриваем. Так, следующий. Здесь мы так уже более детально, наверное, показывали уже взаимодействие, наверное. Здесь уже реестр профессий. Реестр профессий – это тоже достаточно важная часть, важный элемент именно в нашем законопроекте. Реестр профессий будет состоять как из регулируемых профессий, которые на сегодняшний день регулируются отраслевыми государственными органами, отраслевыми законами, как пример это, допустим, педагоги. Это регулируемая профессия министерством, которое закреплено там требования в законе об образовании и так далее. Примерами хорошими могут являться там адвокатура, нотариат, и так далее, ряд других профессий, то же самое медицина, врачи. То есть эти профессии регулируются уже отраслевыми госорганами, отраслевыми законами, но они в реестре тоже будут так или иначе отражены. И помимо этого будут еще и нерегулируемые, да, так скажем, вернее, добровольные профессии, которые тоже подвергаются подтверждению квалификаций, вот, но прохождение сертификации, подтверждение квалификации является добровольным. То есть здесь государство не обязывает, и это говорит о том, что у нас вот один из принципов, основных принципов нашего законопроекта – это добровольность как на уровне сертификации, так и далее на уровне аккредитации центров подтверждения квалификаций. Так, мы сегодня принесли с собой очень детальную презентацию. Да, я вот поэтому думаю, может быть, наверное, имеет смысл, наверное, основные, да, какие-то вещи проговорить, чтобы мы здесь на полуторачасовую лекцию не засели. Вот, но ключевыми, наверное, новеллами, о которых мы сейчас говорим, это все-таки признание неформального, информального образования. Здесь вот мы синхронно движемся с коллегами из Минпросвещения, из Миннауки высшего образования. Это концепция обучения в течение всей жизни, что на сегодняшний день эксперты отмечают, что вот если раньше знаний, полученных в системе образования, в стенах учебных заведений хватало на 10 лет, то сейчас этот срок сжался до 2 лет, и нужно постоянно заниматься повышением квалификации, расширением действия
действующих каких-то знаний и навыков. И это все как раз-таки рынок неформального, информального образования. Как теперь понять, что человек овладел новыми навыками и знаниями? Вернее, не знаниями, наверное, больше навыками. Здесь мы говорим про именно систему подтверждение квалификаций, что если человек где-то получил новые навыки, он может пойти в центр сертификации для того, чтобы подтвердить, что я действительно умею это, знаю это, и на выходе получить сертификат, независимый сертификат. Введением реестра этих сертификационных центров на сегодняшний день уже занимается Атамикен, и в принципе в рамках законопроекта мы эту функцию за ними закрепляем с единственной поправкой, что Министерство труда будет, как уполномоченный орган, определять правила этой аккредитации. То есть критерии к центрам сертификации, как должна проводиться оценка их при входная оценка при входе в этот реестр аккредитованных центров подтверждения квалификаций, как будет вестись постмониторинг, постаккредитационный мониторинг, как работать с жалобами. Вот мы с коллегами очень внимательно в рамках рабочей группы, да, вот очень внимательно подошли к вопросу именно, что будет при жалобе, как она будет рассматриваться, приостановление или отзыв. То есть вот уже пошли такие вот очень хорошие правоприменительные обсуждения, которые законопроект дорабатывают. Что еще? Мы также закладываем и понимаем, что сертификация – это все-таки такое вот относительно новое явление на нашем рынке труда, поэтому закладываем определенные меры стимулирования. Мы закладываем на следующий год 1000 ваучеров для прохождения сертификации и Жулдузбергена. Здесь вот именно эта 1000 будет нацелена на безработных, которые в рамках центров занятости где-то вот обучение прошли, и теперь, чтобы он смог, да, чтобы он смог на работу трудоустроиться, ему там дополнительный плюс – это вот этот вот сертификат. Поэтому, в общем-то, да, бесплатно, да, да. Вот. Ну и с небольшим нарастанием идем, там каждый следующий год, надеемся, что в принципе это станет нормой, и где-то также мы фиксируем, что становится документом, подтверждающий именно профессиональную квалификацию, этот сертификат, поэтому его значимость, на наш взгляд, становится такой все больше и больше, особенно в условиях того, что признание неформального, информального. То есть ты там уже дипломом его не можешь подтвердить, а вот сертификат как раз-таки это и будет вот документ, который будет в портфолио этого работника вкладываться. Вот. Готовы ответить на вопросы, пообсуждать? Спасибо. Құрметті әріптестер, бізде жазылған тағы да бірнеше баяндамашылар бар. Оның ішінде осы заң жобасын талқылауға қатысу үшін арнайы сөз сұраған бірнеше қауымдастықтың төрағалары бар. Сондықтан да бірінші сол қауымдастықтың төрағаларын тыңдасақ, одан кейін барып бәріне бірдей баяндамашыларға сұрақ қойсақ. Қазақстандық қонақ үйлер мен мейрамханалар қауымдастығының президенті, Қазақстандық туристік қауымдастықтың төрағасы Шайкенова Рашида Рашидовнаға сөз кезегі беріледі. Рашида Рашидовна бар ма? Ол кісі қосылғанға дейін салалық қауымдастықтар мен кәсіптік білім беру ұйымдары одағының сарапшысы Дзин Вера Михайловна бар. Вера Михайловна бізде белсенді осы талқылады, заң жобасына қатысты, сондықтан да сөз кезегі Вера Михайловнаға беріледі. Вера Михайловна, вам предоставляем слово для выступления. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Бизнес очень рассчитывает на то, что закон о профессиональных квалификациях позволит создать эффективную систему обеспечения качества подготовки, переподготовки, повышения и признания квалификации кадров. Главным приоритетом развития системы подготовки кадров страны становится переход от образования для всех и на всю жизнь к качественному образованию для каждого и в течение всей жизни. Всем известно, что навыки, приобретенные в организациях образования, стремительно устаревают, что требует постоянного повышения квалификации и самообразования. Уже сегодня люди не могут обойтись одним дипломом вуза или колледжа. Бизнес отмечает, что система профобразования пока недостаточно успевает за столь быстро меняющимися технологиями и инновациями. Понятно, что не могут система образования и рынок труда, бизнес жить каждой своей отдельной, обособленной жизнью.
Они должны быть интегрированы в единую систему и зависеть друг от друга. Академическая свобода нужна, но чтобы устранить все барьеры во взаимодействии бизнес-системы образования с целью повышения качества подготовки кадров. В фразе «подготовка кадров для бизнеса» для отраслей экономики особое значение имеет акцент на слова «для бизнеса». Недопустима подготовка ради подготовки. Это как в известной фразе «казнить нельзя помиловать». Неправильно поставишь запятую, не тот акцент, значит казнить выпускников, получивших не те компетенции и ставшими дипломированными безработными, казнить экономику, оставшуюся без нужных специалистов. Мировой опыт по достижению качественного профессионального образования основан на создании и развитии национальной системы квалификации. В статье 118 Трудового кодекса Республики Казахстан уже достаточно давно имеется обязательным для выполнения требования к системе подготовки кадров, а именно то, что образовательные программы должны учитывать требования профессиональных стандартов для реализации комплексной системы подтверждения соответствия и присвоения квалификации. В этой связи необходимо ответить, что в ГАСО техническое и профессиональное образование заложена норма соответствия образовательных программ требований профессиональных стандартов. Но, к сожалению, этого до сих пор нет в системе высшего образования. Кроме того, пока слабо развивается сертификация выпускников организации образования. Необходима оптимальная модель обучения в течение всей жизни, основанная на развитии НСК и успешном опыте кредитной накопительной системы обучения, предполагающей добавление новых профессиональных компетенций к уже имеющимся. Такая модель предусматривает свободный выбор индивидуальной траектории обучения для получения навыков и компетенций, признает результаты неформального и информального образования через независимую отраслевую сертификацию. При этом считаю необходимым отметить, что первоисточником, носителем и гарантией нужных работодателям компетенций являются профессиональные стандарты, фактическими разработчиками которых должны быть отраслевые ассоциации, как это предусмотрено действующим законодательством и данным законопроектом. Поэтому вопрос разработки и актуализации профстандартов наиболее важен, особенно в части финансирования данного процесса. Качественные профессиональные стандарты – это одна из главных государственных задач, решение которой обеспечит генерацию трудовых ресурсов, отвечающих требованиям рынка труда, и решит проблему трудоустройства выпускников, да и в целом занятости населения. Рассчитываем, что на выходе мы получим закон, нормы которые позволят выстроить действительно эффективную и качественную систему развития профессиональных квалификаций. Спасибо. Рахмет, Вера Михайловна. Негізі Вера Михайловна жана жоғары білім министрлігіне қатысты ойын білдірді. Кейін Қуаныш Асылханұлы өз ойыңызды білдіріп өтсеңіз. Қазір сөз кезегі Қазақстанның қант, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі қауымдастығының президенті Наурызғалиева Айжан Абақанқызына беріледі. Айжан Абақанқызы бар ма екен? Айжан Абақанқызы, сіз естілмей жатсыз. Добрый Сізде техникалық не болып тұр? Да, у меня какие-то проблемы со связью. Енді естілді. Ага. Я хочу сказать, что я поддерживаю то, о чем говорила Вера Михайловна, потому что если мы говорим о профессиях, которые требуют внимательного отношения, то, наверное, это те, которые, ну, как особые условия труда и так далее. Если мы говорим о тех специальностях, в которых задействованы те специалисты, которые работают в пищевой отрасли, то, наверное, там нет каких-то особых условий труда, и поэтому было бы логичнее, если бы все те предложения, которые мы до этого давали, чтобы они были учтены. Спасибо. Рахмет. Жана енді Татьяна Михайловнаның сұрағына байланысты, ойына байланысты сөз кезегін ғылым және жоғары білім вице-министрі Қуаныш Асылханұлы өзіңізге береміз. Рахмет. Вера Михайловна, да? Вера Михайловна, мне не совсем был понятен ваш вопрос и комментарий. Видимо, вы не совсем владеете ситуацией в сфере высшего образования, но в целом я хотел прокомментировать и, наверное, где-то постараюсь ответить на тот вопрос.
Как вы знаете, вот тоже было уже отмечено, что была принята концепция об обучении на протяжении всей жизни в прошлом году, в июле 2021 года. Данная концепция была своевременно тоже принята как ответ на те результаты международных исследований, которые были проведены ПИАК, ПИЗа, вы знаете, об этом много международных эксперты говорят, что у нас как получается так, что одно поколение, чем старше она идет, тем она обладает, показывает ниже уровень базовых знаний, что интересно. Также результаты ПИЗа, вот Шопантната тоже может прокомментирует, показывают, что все-таки наша молодежь по сравнению со странами Европейского Союза, они также обладают ниже уровня знаний, чем их сверстники. И одна из причин, конечно, эксперты говорят об отсутствии или, может, недостаточного уровня неформального образования у нас в Казахстане. И вот принятие данной концепции это было таким своевременным шагом, согласно которому вот уже мы до этого, конечно, с 2018 года вузы имеют академическую свободу, были внесены соответствующие изменения в ГАСО. В этом году мы ввели изменения в ГАСО, согласно которым вузы ввели такие понятия, понятийный аппарат, как stackable degree, то есть наращиваемая степень, нано-дегри, микроквалификации. То есть все те инструменты, которые необходимы для обучения и вне как бы формально академической среды. Но одним из ключевых факторов здесь, конечно, является это, об этом, в принципе, уже коллеги сказали, наличие системы сертификации и механизма признания квалификации. То есть без наличия данного механизма все те как бы новеллы, те механизмы, которые мы вводим в высшем образовании, они не имеют, в принципе, значения, и для работодателя они меньше ценность создают. Поэтому вот данный закон о профквалификации, он является вот этим логическим продолжением в целом общей национальной системы квалификации и важным своевременным тоже этапом внедрения. Поэтому я в целом поддерживаю и коллег тоже прошу поддержать, депутатов. Спасибо. Жақсы, рахмет. Татьяна Михайловна, да? Вера Михайловна есть сказать, прокомментировать? Да. Спасибо большое. Я бы хотела все же прокомментировать. Вы знаете, я не хотела бы, чтобы у нас сейчас была перепалка в части того, что какие претензии есть в системе высшего образования в части качества подготовки кадров. Мы просто хотим сказать, что у нас огромный дефицит инженерных кадров в отраслях экономики. Возьмите практически все производственные отрасли экономики. Поэтому одним из главных, скажем, претензий или, скажем, рекомендаций, можете и так рассматривать, является то, что все же нужно выполнять статью 118 Трудового кодекса Республики Казахстан, который говорит об ориентации или на базировании образовательных программ на профессиональные стандарты. Сегодня у нас профессиональные стандарты есть по большому количеству профессий, в том числе там, где есть профессии, связанные с инженерной подготовкой. И что касается сертификации, если все же по количеству, это может, наверное, Национальная палата подтвердить, что если по количеству проходивших сертификацию за последние годы, за 3 последних года выпускников колледжей есть достаточно опыт. То, что касается вузов, здесь ситуация очень и очень сложная. Поэтому я говорю о том, что все же нужно не ориентироваться на только базовые компетенции, а нужно прежде всего ориентироваться на профессиональные компетенции, те, которые выведут на потребность рынка труда. Спасибо. Рахмет, енді ой түсінікті болды. Қуаныш Асылханұлы, сөз сұрап отырғандарымыз бар. Сенім денсаулық сақтау қызметкерлерінің кәсіподағының төрағасы Булгацевич Татьяна Борисовнаға сөз кезегі беріледі. Да, добрый день, Жолдыз Досбергеновна, уважаемые коллеги. Да, хочу сказать, что очень важный закон, очень правильный, который мы все действительно ждем. И спасибо Олжасу Темирбековичу за подробную презентацию. Но хочу сказать, что мы разбирали этот закон, и у нас возник ряд вопросов. И вот вы правильно сказали, что, наверное, при всей привлекательности положений, которые этот закон затрагивает,
нет какой-то интегрирующей части, которая могла бы быть применима ко всем сферам деятельности. И вот в качестве такой сферы, которая, возможно, этот закон не совсем ложится, это сфера здравоохранения. Потому что мы снова возвращаемся к центрам независимой экзаменации, которые, возможно, не смогут, или если не поменяется формат, признавать ту или иную квалификацию специалистов, потому что очень много специальностей в сфере здравоохранения, и специалисты ежедневно подтверждают свою квалификацию тем, что они проводят те или иные операции. Эта статистика ведется в электронных информационных системах, то есть не надо никому ничего сдавать экзамен, но он просто каждый день этот экзамен сдает своей профессиональной деятельностью. И он, согласно статистике, проводит там 10 там, или 100 операций в год, у него есть результаты, это пролеченные больные с конкретными результатами. То есть и нужна ли какая-то система тестирования, экзаменации и так далее, которая, ну, она просто оторвана от площадки здравоохранения. Поэтому она была, слава богу, завершена. В 2020 году ее отменили, потому что она была очень неэффективной, коррупционогенной, и много разных там других было нюансов, которые эту систему просто-напросто ну, отвергли. И я думаю, что возвращаться к ней – это в некоторой степени шаг назад. Второй момент, вот касательно концепции, что этот закон должен стимулировать повышение профессиональных знаний, умений, навыков, то есть высокую квалификацию. А как это находится в законе? Процесс финансовой составляющей стимулирования. Не секрет, что сегодня, кроме статуса высокой квалификации, люди хотят зарабатывать больше. Если раньше у нас и сейчас существуют пока еще остатки тех специалистов, которые имеют более высокий уровень квалификационных категорий, они получают это существенную надбавку к зарплате по постановлению 1193. В нынешнем законе, который мы тоже рассматривали, закон о профессиональных квалификациях, там в 31 статье очень коротенький пункт, второй, который говорит, что на усмотрение коллективных договоров, отраслевых соглашений и так далее, то есть на усмотрение работодателя, исходя из финансовых возможностей. Мы этот путь уже тоже протестировали в этом году. Арис Павловна не даст как бы мне исказить ситуацию, потому что в этом году мы свои квалификационные категории по просроченным сертификатам оплачивали именно так. И хочу сказать, что половина больниц не смогла оплатить, потому что находилась в состоянии глубокой хронической систематической кредиторской задолженности. То есть этот пункт не работал. То есть мы опять возвращаемся вот в 2 пункта в этом законе, которые мы уже по практике показали их как недействующими. Поэтому вот когда будет обсуждаться, возможно, еще какие-то моменты, просим принять во внимание то, что в здравоохранении уже некоторые пункты, ну, к сожалению, наверное, требуют либо очень больших серьезных изменений, может быть, какой-то конкретики, может быть, мы не совсем точно понимаем, как это будет Татьяна работать. Борисовна, Да, если есть спасибо. точные предложения, да, в изменении вот нормы, поправки, мы готовы с вами отработать в рабочем порядке. Хорошо, спасибо Да. большое. Спасибо. Всё, рахмет, Если Елена. позволите, да, Татьяна Борисовна, спасибо большое за комментарии, действительно очень дельные. И вот начну, наверное, с самого начала комментировать. Вы сказали о том, что закон обходит стороной сферу здравоохранения, но на самом деле, вот как я уже до этого говорил, что мы сейчас пошли по профессиям больше, конечно, по нерегулируемым. Почему? Потому что понимали, что в секторе нерегулируемых профессий больше этих белых пятен, то есть в регулируемых профессиях есть хотя бы уже какая-то выверенная практика, которая годами, да, где-то она, может быть, уже требует обновления, да, где-то, возможно, она требует новых подходов, но там, по крайней мере, регулирование уже есть и было. Поэтому, в общем-то, сейчас концентрировались на нерегулируемых профессиях, скажем так, на добровольных для подтверждения квалификации профессиях, вырабатываем там именно эти подходы. Я думаю, что ну, нету законов у нас в камне высеченных на века, так или иначе они обновляются. Я думаю, что со временем, наверное, можно будет говорить о каких-то последующих шагах, потому что система НСК, она, конечно, динамично меняется постоянно, и во всем мире мы видим, что разные пробуются подходы, и когда рынок уже приучен к этой сертификации, он уже начинает сам ею заниматься и не требует каких-то больших толчков в этом направлении. Поэтому мы надеемся вот именно, что этот закон создаст институциональную основу для рынка подтверждения квалификаций, для систематизирования всей, прошу прощения за тавтологию, системы квалификаций. Поэтому это, наверное, вот такие вот, пусть не первые шаги, но одни из.
основных, наверное, первых шагов. Поэтому мы вот по этому пути и пошли. По здравоохранению, наверное, можно детально обсуждать. Я думаю, что очень много у нас в депутатском корпусе профессионалов в этой сфере, и Ларисы Павловны, поэтому я думаю, что можно, наверное, там в рамках их правил, да, и их регулирования где-то, наверное, находить какие-то точки соприкосновения, потому что я помню, что были большие вопросы по повышению квалификации, кто этим может заниматься, частный рынок может, не может, сначала мог, потом нет и так далее, что вызвало тоже такой эффект узкого горлышка. Поэтому вопросов на самом деле много. Если наша экспертиза где-то может пригодиться, мы всегда готовы помочь. Спасибо большое. Жақсы, рахмет. Жаңа қол көтеріп отырғандардың ішінде медициналық ұйымдардың Қазақстандық альянсының басқарма төрағасы Есимов Дәулетхан Серғазыұлы болған. Саламатсыздар ма? Мен өткені Татьяна Богасевич медицина саласындағы сұрақтарды қойып жатқасын қолымды түсірдім де, бірақ кішкене түсініксіз жағдайлар бар. Ол өткені бізде мынау міндетті түрде сертификаты әлі күнге дейін мысалға біз әлі өткізіп жатырмыз. Бірақ бізде кәсіптік стандарттар бүгінгі 4-5 мамандық бойынша ғана әзірленген, қалған мамандықтар бойынша жоқ. Сондықтан бұл заңға шынында да біздің мына медицина саласындағы эксперттерді көбірек қатыстырып, бұл заңға қазірден бастап сол бір медицина саласына сәйкес келетіндей өзгерістерді енгізсек деген сондай бір ұсыныс бар еді. Жақсы. Дәулетхан Понимаете, у нас Серғазыұлы вот эта негізі. сертификация, она обязательная, и она у нас постоянно уже идет много лет. Вот, Куаныш тоже знает эту сферу, потому что у нас были раньше категории, да, категории мы сейчас убрали, вместо категорий ничего не предложили, то есть ничего нет. И по поводу, вот еще Татьяна сказала, по поводу коррупционности Центра оценки знаний и навыков, который у нас там, это стало как частная организация, и она как бы, там действительно есть такие не очень хорошие вещи, которые там творятся. Поэтому сейчас, наверное, какой-то вопрос надо поставить, это вернуть или государство само сертификацию специалистов. Но в медицине нельзя отказываться от сертификации. И оно не должно быть добровольной медицине, оно должно быть обязательным, мое мнение такое. Спасибо. Жақсы, рахмет. Тағы да қол көтеріп отты. Скажу, жауап берсем, вот касательно, в принципе, не буду повторять то, что Татьяна Борисовна сказала, но то, что новое, да, касательно профстандартов, действительно, сейчас в здравии у нас профстандартов пока не так много, если не ошибаюсь, утвержденных 3, да, но на следующий год у нас планируется порядка 50, сколько у нас, Эльфина, подскажите, что-то около 60 профстандартов в здравоохранении на следующий год запланировано, и там как раз-таки все основные профессии будут покрыты. Вот, буквально вот недавно в Сенате был круглый стол на эту тему, поэтому там отчитывались, говорили, что да, там будет это белое пятно будет покрыто в следующем году у Министерства здравоохранения. В планах уже стоит, мы вот эту вот, скажем, работу по взаимодействию со всеми отраслевыми госорганами ведем и смотрим, сколько у них профстандартов планируется актуализировать, разработать. Ол жағынан келесі жыл жұмыс болады. Рахмет. Светлана Александровна поднимает руку. Уважаемые члены партии Аманат, уважаемый Алжас Тимирбекович, Заитова Светлана Александровна, являюсь президентом объединения юридических лиц «Казахстанский регистр». Мы представляем профессиональные услуги на рынке по ОКЭДу, это номер 71 и 74. В области обеспечения безопасности. Нашими государственно уполномоченными органами являются Комитет по техническому регулированию, МТИ, и Комитет по промышленной безопасности, МЧС. Я вам просто сейчас назову сферы деятельности, и вы меня поймете. У нас очень размытое понятие регулирования. Это касательно регулированных профессий. То, что говорит Алжас Тимирбекович по поводу того, что регулированные профессии имеют отражение отраслевых законов, это не совсем корректно. В наших отраслевых законах, как о гражданской защите или техническом регулировании, идет отражение субъектов аккредитации или аттестации, а это юридические лица. И к ним законодательно устанавливаются квалификационные требования. И одним из квалификационных требований является наличие специалиста. А сами требования квалификационных специалистов нигде не заявлены. Но эти категории людей
по общему подходу относятся к обеспечению безопасности. Это люди, эксперты, которые согласно требованиям технических регламентов дают экспертизу на сертификацию, на эксплуатацию опасных технических устройств и всей продукции, которая заходит на рынок, а также периодически дают экспертизу на продление срока эксплуатации опасных производственных объектов, как вот ArcelorMittal, например. И получается, что вся группа наших специалистов, а их получается десятки тысяч, выпала из регулирования закона о профессиональной квалификации. И не заявлено, не отражается ни в каких отраслевых законах, как отдельные квалификации специалистов. Что нам делать? Скажите, пожалуйста. Хороший вопрос. Добрый вечер, Светлана Александровна. Ну, действительно, этот вопрос уже такой становится, что называется, притчей во языцах, и неоднократные у нас уже раунды обсуждения этого вопроса были. На наш взгляд, все-таки это предмет регулирования МЧС, и здесь вот единственное, что есть позиция у МЧС, которая несколько так вот отличается от где-то нашей с вами, причем у нас с вами, да, вот в принципе позиции-то достаточно схожи, что и вы говорите о том, что МЧС должен регулировать, полноценно нужен какое-то регулирование со стороны уполномоченного госоргана, и у нас такая же позиция, поэтому мы вот после вчерашней рабочей группе в Мажилисе договорились, что отдельную встречу проведем именно по вашему вопросу с МЧСом, с заинтересованными депутатами, кто в этом вопросе и был вовлечен в обсуждениях рабочей группы. Поэтому буквально начало следующей недели с МЧСов еще один раунд переговоров проведем. Я думаю, что какую-то золотую середину найдем, потому что действительно фронт работы очень важный, и выпускать его из виду точно не хочется. Поэтому, но на наш взгляд, это все-таки регулируемые профессии, которые должны МЧСом в полной мере самостоятельно, скажем так, там должна вестись ими квалификационная политика собственная. Поэтому давайте на следующей неделе еще раз отработаем. И я думаю, что к какому-то решению уже придем, потому что вопрос действительно уже длится несколько лет. Ажат Тимирбекович, это не только же МЧС, я еще раз говорю, это Министерство торговли и интеграции, это Министерство энергетики, это Комитет по строительству и ЖКХ, инжиниринговые услуги, это все базируется, это те виды деятельности, которые даются разрешительные документы в форме аттестации, аккредитации или лицензии. И обязательно для юридического лица, получающего такой разрешительный документ для деятельности на рынке, есть квалификационные требования к специалисту. Они должны их иметь в наличии. Но ни в одном законодательном акте не прописаны эти требования. Единственное, в законе о стандартизации есть такой так называемый технический эксперт по стандартизации. В реестре его нет. В законе об аккредитации прописан оценщик. В реестре его нет. В законе промышленной безопасности у нас прописаны первые руководители, технические специалисты, отвечают за производственный контроль. В реестре его нет. То есть здесь два момента. Во-первых, первое, то, что госуполномоченные органы не хотят работать с реестром регулированных профессий. Они не хотят в него ничего вносить. Это первый момент. И второй момент, то, что у нас большое количество квалификаций нигде законодательно не зафиксировано, но есть только в квалификационных требованиях. А это, извините, не законодательные требования, это требования, которые предъявляются к юрлицам в процессе получения государственных услуг. Это подзаконкой частично регулируется, могут быть названы просто инженер такой-то, потому что нет квалификации. Светлана Александровна, есть предложения конкретные по нормам, по поправкам? Вот смотрите, мы с Алжасом Тимирбековичем этот вопрос отрабатывали с Министерством труда и социальной защиты в плане того, что доработать нормативно-правовую базу к закону о профессиональной квалификации. Но у нас с вами нормативно-правовая база должна вытекать из норм закона. Если мы в закон не посадим, что это не только квалификации, которые не регулируемые, относятся к НПП, но и квалификации регулируемые, которые относятся к госуполномоченным органам, мы с вами механизмы в нормативно-правовой базе не пропишем. И нам придется тогда инициировать создание параллельного закона.
Хорошо, мы вас услышали. Я прекрасно понимаю, да, что вот МЧС, кроме МЧС, нужно Министерство торговли вовлечь, да, пригласить еще несколько структур, которые вы назвали сегодня, и провести обсуждение по вашему вопросу. Вы знаете, у нас это Спасибо. глобальная проблема страновая, потому что у нас Министерство национальной экономики профессиональные услуги как вид рынка по КЭДу никак не определил, не оформил, не развивается. У нас даже в Палате предпринимателей на сегодняшний момент нету площадки для объединения всех субъектов малых и средних лиц, которые оказывают профессиональные услуги. А профессиональные – это на основании разрешительных документов. И у них у всех проблема, притом и коррупционная проблема, потому что все решают эти вопросы с госорганом напрямую. А это, извините, непрофессионально. Мы поэтому демпингуем рынок. У нас субъектов в одном промбезе 5000, а в аттестации и аккредитации 1500, в инжиниринге 1000. Это дутые компании с зонтиками. Это не профессионалы. Поэтому на нашем рынке работает нормальный заказчик, заказывает американского, немецкого, китайского, российского или белорусского поставщика профессиональных услуг, но не казахстанского, потому что мы не можем сделать четкие квалификации и вытянуть наши компании на соответствующий уровень. Рахмет, Светлана Александровна, мы вас услышали. Есть, да, что-то? Буквально кратко добавлю, Станция, действительно, вот смотрите, мы сейчас только работу над законопроектом о профквалификациях ведем в стенах Мажилиса, и уже там ряд пласт проблем вскрывается, всплывает. И как раз-таки аналитикой касательно там тех профессий, которые могли выпасть либо в отраслевом регулировании, либо в рамках нашего законопроекта, как раз-таки это тоже одна из функций, которой должен заниматься национальный орган по квалификациям. То есть это постоянная ежедневная работа, над которой коллеги будут трудиться. Касательно ваших вопросов, то, что вы поднимаете, действительно, я думаю, что все те, кто в рынке НСК, все знают, что Светлана Александровна – это один из таких экспертов редких, которые наряду с Верой Михайловной, которые знают и историю вопроса, и имеют предложение, как это решить. Поэтому я думаю, что сможем с госорганами переговорить, обсудить. И учитывая то, что Светлана Александровна сама говорит, что да, именно государство требует аттестацию, именно государство требует документы подтверждающие. Поэтому по этим признакам оно и, на наш взгляд, и является регулируемыми профессиями. И действительно, там госорган уже должен дорабатывать всю палитру вот этой вот квалификационной политики. Поэтому я думаю, что вот на следующей неделе мы время сообщим, и депутатов пригласим, и уполномоченные госорганы пригласим, и обязательно экспертов с рынка тоже позовем. Жақсы, рахмет. Енді мына жерде Шолпан Танатовна қатысып отыр. Үлкен мына кәсіби біліктілік мәселесі бізде колледждерде реттеледі. Соған байланысты сізге де сөз кезегін бергім келеді. Бір-екі ойыңызбен бөліссеңіз. Құрметті Жұлдыз Досбергенқызы, құрметті депутаттар, әріптестер, осыған дейін заң төңірегінде тиісті министрлікпен жұмыс жүргізіліп, бүгінгі күні барлық нормалар бойынша оқу-ағарту министрлігі келісті берілген нормалармен. Біздің ойымызша бұл заңда біздің қазіргі қоғам мына мамандарды дайындау саласы өте қатты күтіп отырған заң. Өйткені шын мәнісінде де тек қана диплом беріп, дипломмен ғана адамның біліктілігін анықтау мүмкін емес бүгінгі күні. Бұл жерде қазіргі заң нормасында ұсынылып отырған қажетті сертификаттау, қажетті профстандарттарға оқу бағдарламаның сәйкестігі, жұмыс берушінің қандай тәртіппен алуы, осының барлығы өте қажетті нормалар деп есептейміз. Жалпы колледждердің жұмысына тоқтайтын болсам, былтырғы жылы өздеріңізге белгілі Досбергенова үлкен заң қабылданды. Бұның ішінде колледждерге байланысты негізі академиялық дербестік беру мәселесіне қатысты, профстандарттың, кәсіби стандарттың мәселелеріне қатысты оқу бағдарламаларын колледждер жұмыс берушілермен бірге және де оқыту мерзімдерін беретін квалификациялардың бәрін анықтау бойынша тиісті нормалар заңға енгізілді. Қазіргі енгізілген заң осы былтырғы қабылданған нормаларды іс жүзінде жүзеге асыруға үлкен септік беретіндігін көріп отырмыз. Шын мәнісінде өте қажетті заң, қолдаймыз. Рахмет. Көп рахмет. Енді біздің кеңестің мүшелеріне сөз кезегі беріледі. Гүлдар Алданашқызы Нұрымова, мәжіліс депутаты, кеңес төрағасының орынбасары. Рахмет. У меня вопрос по законопроекту. Вот, Олжас Темирбекович, если не ошибаюсь, вы из НПП Атамекен пришли. Поэтому вы должны понять, вот бизнес. На сегодняшний день аккредитованные негосударственные организации медицинского образования не имеют доступ
на рынок оказания дополнительных образовательных услуг. Президент говорит о демонополизации и в своем послании, и в предвыборной программе о том, что нужно передавать государственные функции в конкурентную среду. Но на сегодняшний день, конечно же, наоборот, с 2020 года эти функции все сейчас переданы вузам крупным, высшим колледжам, которые даже не в каждом городе есть. И людям приходится прямо с районов выезжать в другие города, жить там месяцами, очно учиться. Вот сегодня буквально идет международный конгресс по репродуктивной медицине, и там Локшин, наверное, знаете, ну, профессор, очень известный наш ученый, и он говорит, у него хорошая клиническая база, ЭКО, да, там репродуктивная медицина, у него профессора все работают. В вузах нет такой базы, и все повышают квалификацию на его базе, но он должен корочку брать с вуза и платить им за это еще деньги. Почему бы его не допустить на этот? Он же аккредитованный. Пожалуйста, уполномоченный орган пусть там какие-то критерии разработает, требования. И аккредитованные частных очень много организаций, ну немного может быть, но есть достойные. Вот. И почему на сегодняшний день такая ситуация? И в этом законопроекте этот вопрос отражается как-то или нет? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я действительно с этим вопросом сталкивался еще работая в Атамекене, и хоть и не очень большой период, но курировал вопросы в том числе здравия, и как раз вот вместе с организациями, которые предоставляют доп. Образование рыночными, мы этот вопрос перед Минздравом ставили. Насколько я знаю, там, ну, я сейчас за Министерство здравоохранения ответить не могу, какая у них сейчас позиция на эту тему, но, насколько я знаю, они как раз там рассматривали, каким образом обеспечить качество. Вот. Касательно того, отражено ли доп. Образование в нашем законопроекте, нет, оно в полной, ну, в смысле, у нас отражены вопросы признания доп. Образования, вопросы признания неформального, информального образования и признание результатов, да, через подтверждение профессионального, через подтверждение профквалификации. Вот. Скажем так, систематизация доп. Образования в здравии, это выйдет точно за пределы нашего законопроекта, выйдет точно за пределы его концепции. И, наверное, это все-таки нужно с Минздравом отрабатывать. Они сами регулируют, и с нашей стороны, имеется в виду с точки зрения подтверждения профквалификации, они сами регулятор. Это регулируемая профессия. И с точки зрения доп. Образования, они точно так же сами регулируют, поэтому лучше тут с Минздравом, но если будет необходимость именно там со стороны Минтруда что-то вовлечься, мы всегда готовы. Лариса Павловна. Министерство образования. Согласно Кодексу о здоровье, медицинское образование и наука уходит в компетенцию Министерства здравоохранения. Да, и в целом вот неформальное образование, курсы повышения квалификации не являются лицензируемой деятельностью по другим отраслям. Поэтому, в принципе, по большому счету, каждый человек может открыть курсы и по своим компетенциям может проводить обучение. Но в здравоохранении иная ситуация, они это зарегулировали, требуют, чтобы именно вот вузы выдавали эти сертификаты. Поэтому вот и господин Лакшин этот вопрос и поднимает. Да, Гүлдар Алданышқызы осыған қатысты зерттеп жүр. Біз депутаттық сауал дайындап жатырмыз. Өйткені Алматыдан біраз сұрақтар келіп жатыр. Біліктілікті арттыруға қатысты мәселе тоқтап тұр. Университеттер үлгермей жатыр. Университетте физически былай уақыттар болмай жатыр. Лариса Павловна, есть прокомментировать вопрос? Добрый день всем. Спасибо, Жулдуз Дасберген. Я краткий очень скажу, потому что законопроект уже обсужден, уже рабочие группы идут в полном формате. У меня просто предложение вот к нашим членам, как скажем, нашего Республиканского общественного совета. Если есть какие-то поправки, дополнения, хорошие, да, нехорошие, будем говорить. И я вот сейчас сижу тут без микрофона с Ложасом Мирбековичем уже напрямую говорю, скорее всего, что, наверное, попросят зайти в регулируемые, наверное, профессии. Это будет безвыходное положение через депутатов, если это
требует такое сегодня сообщество, да, поэтому такая просьба, как бы всегда говорим, и депутаты открыты к этим поправкам, и рабочая группа, она каждый четверг проходит. Сегодня, к сожалению, у нас нет председателя по рабочей группы, Юрий Викторович Жулин, это депутат с нашего комитета, это коллега Жулдуз Дасберген, и поэтому можно к нему напрямую обратиться, можно через нас, мы тоже являемся членами рабочей группы этого законопроекта, поэтому просим дополнение и поправки к этому законопроекту. Спасибо. Рахмет. Енді келесі сөз кезегі мәжіліс депутаты, қоғамдық кеңестің мүшесі Телпекбаева Жанна Тілеубекқызына беріледі. Осы салаға қатысты тікелей заң жобасы дайындалған кезде, талқылаған кезде белсенділік танытып жүрген депутат, өйткені колледждерді басқарды, өздеріңіз білесіз, бұл саланы жақсы біледі. Сондықтан сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жулдуз Дасбергеновна. Действительно, этот законопроект уже давно мы ждали, потому что только он, наверное, притешит вот этот рынок и вообще наведет порядок в этом вопросе, потому что подтверждение квалификации, оно действительно необходимо, особенно в технических специальностях. Конечно, регулируемые они и так раньше, то есть здравоохранение, они всегда проходили это подтверждение, без этого на работу не брали. Мы технические специальности, колледжи, вот только начали этот путь. Конечно, он не был сразу поставлен качественно, как должно было быть, поэтому в некоторых случаях подтверждение квалификации было формальным. Работодателям эти сертификаты были вообще не нужны, потому что мы их проходили, и потом их никуда не использовали. Поэтому вот именно этим законом сейчас все вот эти точки над «и» будут ставиться, и поэтому я согласна со всеми экспертами, которые сегодня выступали, что нам необходимо все-таки глубже, серьезнее работать над этим законопроектом и еще проводить дополнительные круглые столы по оттачиванию вот таких вот нюансов. Поэтому вот эта хорошая работа в этом плане ведется. Жақсы, рахмет. Жан Тілеубековна, Лариса Павловнаға көптен көп рахмет. Өйткені дұрыс айтып отыр. Сұрақ көптен бері талқыланды. Сондықтан бұл заң жобасына біз қайтып келе беретін уақыт болмайды. Сапалы, жүйелі механизмдерді енгізу керек заң аясында. Енді мен келесі сөз кезегін біздің қоғамдық кеңестің мүшесі, әкелер одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, осы саланың да белсенді эксперттерінің бірі Айтмағамбет Мақсұтбек Дүйсенбекұлына бергім келіп тұр. Жулдуз Дасберген, рахмет. Негізі бұл жоба керек екені түсінікті. Я вот хотел бы заметить, знаете, я 15 лет занимался предпринимательством в сфере образования, международного молодежного туризма. Я хочу, чтобы вот этот законопроект в первую очередь не навредил микробизнесу. Вот, Жеки, наверное, помните, недавно президент встречался, да, с бизнесом, и Рамбек Анварович как раз об этом говорил. В стране, на самом деле, ситуация сложная именно по безработице, поэтому очень большое количество людей работает в микробизнесе. Мы часто говорим про малый и средний бизнес, но забываем про микробизнес. Для микробизнеса, на самом деле, вот некоторые квалификации, сертификации, они на самом деле не нужны. Вот я говорю, 15 лет работал в сфере молодежного туризма, молодежного образовательного проекта. Когда приходят клиенты, они на самом деле не проверяют это все. То есть, да, никто не просит сертификат, никто не просит, допустим, документы и так далее. Это на самом деле так. Даже больше скажу. Я вот даже замечал у нотариусов, когда бывает, допустим, висит, сертификат нотариуса, но вместо него работает другой человек. Понимаете, да? То есть, насколько законопроект, то есть закон применим. Поэтому есть и другие, то есть, да, другие ресурсы, как это все проверить и так далее. Это называется, вот, к примеру, допустим, в Соединенных Штатах Америки есть Yelp-система, по которой есть отзывы, да, то есть нам нужно вместе с этим развивать и дополнительные, то есть, ресурсы. Почему? Потому что на самом деле, ну, как можно будет сделать? Я могу этот сертификат получить, документ получить, работает другой человек. Я, допустим, уже почти 20 лет хожу к парикмахеру, человек уже опыт, все есть и так далее. И вообще человеку не нужен сертификат этот. К примеру, да, и так далее, и так далее. То есть мы должны понимать, что вообще закон, который не работает, это не закон. То есть мы зря тратим время. Поэтому нужно в первую очередь микробизнес не убить. Не нужно там сертификат. На самом деле многие страны, я понимаю, это в сфере медицины, там, технические специальности, там нужно. Но есть специальности, где на самом деле абсолютно они не нужны и не нужно туда вести. К примеру, опять же, сфера IT, тестировщики. Допустим, опять же, в США, в Европе, их не хватает. У нас очень много граждан, которые учатся там, по Балашаку, онлайн обучаются полгода,
получают зарплаты и онлайн работают. Закон не запрещает, и никто там не задумал, чтобы тестировщиков давать сертификаты. Почему? Потому что они сами все это делают. То есть, наоборот, предприниматели помогают решить проблему с безработицей. Но если мы сейчас начнем этих тестировщиков сертификации получать там, и так далее, это будет тормозить. То же самое, к примеру, сейчас очень большое количество в стране репетиторов. Например, будем мы их сертифицировать или нет? Нет. Не нужно. Пример то же самое. Очень много доп. Образований. Да, то есть нам нужно на самом... И плюс, говорю, здесь, я понимаю, здесь в Атамекене, давайте скажем честно, в основном крупный бизнес, в основном крупные отраслевые союзы. Но опять же говорю, микробизнесы, МСБ и так далее, они очень редко там участвуют. Поэтому давайте все-таки... Вообще необходим один большой форум именно по микробизнесу, малым, чтобы их более посмотреть, с ними поговорить, их узнать отзывы. Потому что если мы начнем все это делать для всех, а пострадает микробизнес, МСБ, у нас не будет ни среднего бизнеса, ни крупного бизнеса. Да, Пожалуйста. спасибо. Ни в коем Извините, случае. пожалуйста, коллеги, можно буквально небольшую ремарку сказать, Айжана Бакановна? По поводу парикмахеров я с коллегой совершенно не согласна, потому что во всем мире это считается лицензированная деятельность, так же, как и косметология, чего, к сожалению, в Казахстане нет. У нас на любом углу откроется шаш-тарас, и будет там работать кто угодно, которого за 3 дня научились стричь. Это категорически неверно. Поэтому тут я вот именно по парикмахерам я с вами не согласна. Спасибо. Коллеги, Спасибо. я тоже хотела бы добавить, Зайтуна Тахтаровна Ахиярова, Казахстанская туристская ассоциация, сертификационный центр. Я тоже хочу добавить, что по отношению, например, к гидам, проводникам или инструкторам туризма и так далее, люди, не имеющие, не прошедшие сертификацию, это тоже грозит безопасности туристов. Поэтому вопрос здесь очень такой вот, я считаю, что это надо глубоко знать отрасль, глубоко знать проблемы в отрасли, и вопрос сертификации, он отчасти помогает решать, повысить качество уровня, качество сервиса и ответственность. И во внутреннем туризме, и вообще в любом туризме безопасность на первом месте. Поэтому если у нас гиды-проводники Инстаграм заводят и 3 раза сходили по одному маршруту сами, а потом через 3 маршрута сами набирают людей и вводят, это очень опасно. Кстати, такая практика есть сейчас на данный момент. Раз вы говорите про туризм, давайте отмечу. Допустим, через Get Your Guide, когда я бываю за рубежом, я бесплатно, то есть могу с гидом пройти по городу, допустим, с жителем обычным, который бесплатно все это делает. И плюс безопасность, это, опять же, да, еще раз говорю, по отзывам я вижу. И на самом деле они работают бесплатно, но на чаевые, либо же, допустим, да, там, на дополнительные какие-то, допустим, отзывы. Поэтому здесь тоже, ну, все равно от этого уйдут. Нет, во всем мире гиды сертифицируются. Во всем мире гиды проходят сертификацию. У них есть, в каждой стране они разные формы отличия, у них бывают знаки отличия, у них бывают формы отличия. Но гиды сертифицируются, извините. Рахмет. Да, если можно, кратко прокомментирую. Не навредит ли это малому микробизнесу? Нет, не навредит. Здесь не стоит вопрос о том, чтобы сертифицировать повально всех. Да, мы не говорим о том, что там у нас наемных работников в стране на сегодняшний день там 6,5 миллионов, что все 6,5 миллионов должны будут пройти сертификацию или иначе не будут работать. Нет, так вопрос не стоит. Вот как мы ранее сказали, что есть регулируемые профессии, такие как там нотариат, адвокатура, медики, педагоги и так далее. Там, где государственный орган сам говорит, что пока ты мне не подтвердишь свою квалификацию, ты работать по этой профессии не сможешь. Поэтому это будет их касаться, это не касается большого спектра профессий, основных, которые, вот вы говорите, есть на рынке, даже те же самые, то, что вы привели в пример парикмахера, это они подлежат добровольному подтверждению квалификации. Поэтому принцип сертификации во всем мире, он все-таки несет вот именно добровольность, да, этой сертификации, но это те же самые тестировщики, кодеры и так далее. То есть там будет добровольная сертификация, но что она дает? Она дает конкурентное преимущество. Если условно я, не знаю, там, умею прокладывать сеть и смогу собрать сервер, но у меня никакого документа нет, и со мной наряду на работу соискатель приходит к работодателю, у которого сертификат ЦИСКа, то это дает ему конкурентное преимущество. Человек, чьи знания и навыки были проверены независимой организацией, и кто-то сторонний, не так, что я вот честно умею, вот
ну, не ошибетесь, честно-честно умею. А тут уже документом подтвержденная профквалификация, то есть тут больше говорится о дополнительных каких-то возможностях и конкурентных преимуществах. То же самое с финансистами, да, сертификат CFA, он же не обязательный, но если у тебя есть этот сертификат CFA, то ты имеешь огромное преимущество на рынке. И так по огромному широкому перечню профессий есть отраслевые свои сертификации, которые дают именно вот это самое конкурентное преимущество. И помимо этого мы говорим о том, что вот неоднократно коллеги и Куаныш Расулханович сказал, и Шолпан Танатовна, и кто-то из коллег тоже добавлял о обучении в течение всей жизни. Вот ты диплом получил, а где-то в ходе профессиональной деятельности чему-то новому научился. Как это подтвердить? Пошел в центр подтверждения квалификации, прошел тестирование, но это опять-таки это добровольно. Если это не касается регулируемых профессий, то ты добровольно пришел, получил, и чтобы в следующий раз, когда ты на работу идешь, чтобы тебе не на словах рассказывать, а бумагу показать. Жақсы, рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз, айтатын ойларыңыз, ортаға салатын ұсыныстарыңыз бар ма? Біз енді 1 сағаттан астам талқылап жатырмыз. Рұқсат болса, онда бүгінгі отырысымызды қорытындылайық. Құрметті әріптестер, бүгінгі отырысқа қатысушылар, жалпы заң жобасы жаңа Шолпан Танатқызы айтып өткенде өте қажетті, керек заң, бұл еңбек нарығын дамытуға, соның негізінде мемлекетіміздің жалпы экономикасын көтеруге бағытталып отыр. Бүгін көп мәселелер айтылды, оның ішінде жұмыс топтарында кейде қарастырылмай қалатын қауымдастықтардың пікірі ескерілді. Сондықтан да аталған ұсыныстарды, ескертулерді заң жобасын қарастыру аясында жұмыс тобында міндетті түрде ескеретіндігімізді атап өткіміз келеді. Басқа да қосымша ұсыныстарыңыз болса, нормаларға енгізетін өзгерістеріңіз болса, осы Аманат партиясының біздің қоғамдық кеңестің хатшылығына жолдауларыңызды сұраймын. Жалпы құрметті кеңес отырушылары, отырысына қатысушылар, кеңестің жұмысына белсене қатысқандарыңыз үшін алғысымызды, ризашылығымызды білдіреміз. Кеңестің жұмысын жабық деп жариялаймыз. Рахмет.